Ну-ка, ты послушай сюда. Еще одно слово получишь леща. Мамаше твоей прям сейчас позвоню. Скажу, что избил ты меня и поржу. Да, вот видишь синяк? И ведь всему этому ты виноват. Никто не поверит, ведь я главнее всех. Сядешь в калорию, ты за свой грех. Стой, ну-ка сейчас погоди. Главнее в классе я, а лохушка вот ты. С каких это пор ты так заговорила? Наверное, с тех, когда полы в столовке мыла. Что ж тогда было вон в той библиотеке, когда с трудовиком развлекались вы не успехи? Курили косяк из страниц стихов Пушкина. И нас с химичкой мешали микстуры. Так что лучше закрыть себе свой рот, молчать школьную тряпочку и попивать компот. Тряпка, кстати, может быть очень сырой, но намочит ее мой товарищ не водой. Мыла полы в столовке, ну и что? С таких низов я поднялась так высоко. Про библиотеку так никто и не узнает. Только трудовик, да и тот на пенсии гуляет. По поводу этой тряпки я тоже все сказал. Она была рубашкой такого же осла. Теперь пора, наверное, нам тряпку обновить. Ну а тебе родителей придется к нам сводить. Ага, извини, но компромата слишком много. Не сможешь отвертеться ты от самого простого. Как ученика ты однажды избила. Батушка подсобку и на нас все свалила. А если вдруг опять ты захочешь ответы достать и помочь своему сыночку списать, забудь ты об этом, не стой на пути, иначе придется под мостик уйти. Знаешь ли, ты мне уже надоел. Ну что ж, дебиленок, ты хочешь проблем? Неужто ты так до сих пор и не понял, что ты лишь сопляк, ни на что не способен? Таких дерзких у меня было много. Сейчас же они числятся пропавшими из дома. Да я же тебя разломлю как солому. Видать, не дойдет до тебя по-иному. Сотру в порошок и продам наркоману, а те распихают тебя по карманам. Ты, видно, не в курсе, с кем дело имеешь. Еще одно слово, и ты пожалеешь. Слушайте сюда, потрудитесь объяснить, что здесь происходит, и ядрить колотить. Ваш ор уже слышен почти на всю школу. Так что по итогам? Отчислен! Уволен!